Ваша безопасность прежде всего зависит от исправности вашего велосипеда. Перед тем, как отправиться в путь, обязательно проверьте тормоза. Каждая деталь железного коня имеет ограниченный срок эксплуатации. Регулярно проверяйте все его узлы в поисках трещин, вмятин, деформаций и других поломок. Так вы обезопасите себя от внезапного выхода из строя вашего двухколесного друга. Стоит обратить внимание и на экипировку. Нужно надевать облегающую спортивную одежду, чтобы ничего не цеплялось за внешние препятствия и не попадало во вращающиеся части велосипеда. Обязательно ездите в шлеме, который должен быть не только удобным, но и соответствовать стандартам безопасности. Он защитит вас от травм головы при падениях. Самым распространенным нарушением правил дорожного движения водителем велосипедов является пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В таких ситуациях очень часто дети получают травмы различной степени тяжести, когда выезжают на пешеходный переход, не спешившись с велосипеда. Поэтому, подъезжая к пешеходному переходу, водитель велосипеда должен остановиться, спешиться с него и перевести велосипед сбоку от себя. За нарушение данного правила предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей. Если вы любите ездить по автомобильным дорогам, не забывайте о сигналах поворотов. Водитель двухколесной техники должен подавать их рукой перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой. Сигнал левого поворота – вытянутая в сторону левая рука, правого – вытянутая правая рука. Самое главное при поездке на велосипеде – это внимательность. Постоянно следите за дорогой, не опускайте голову, не уходите в себя. Вы постоянно должны видеть и слышать то, что происходит на дороге. Не катайтесь на велосипеде в наушниках. Если вам нужно поговорить по телефону, остановитесь, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения, и спокойно поговорите по телефону. Нужно всегда помнить, что велосипед – это прежде всего транспортное средство. Поэтому категорически запрещается садиться в седло в состоянии опьянения. Штраф за нарушение – до 1500 рублей. Что касается юных велолюбителей, а их, пожалуй, большинство, дети до 14 лет обязаны ездить только по тротуарам, велосипедным дорожкам, либо на закрытых площадках. Кроме шлема, юным велогонщикам нужно одевать наколенники и налокотники. Они защитят неопытных велосипедистов от ссадин и ушибов.